Радио Вести. Главные новости, максимум мнений. Бренд «Украина». Какая страна нам нужна? Программа Искандера Хисамова. Добрый вечер. Я Искандер Хисамов, а мой собеседник в студии Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина». Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте. Сначала пару слов, поскольку программа наша стартует. Я в течение года по средам приходил сюда в качестве гостя на программу «Точка зрения», а вот теперь мне доверили вести свою программу. И как всякий взволнованный дебютант, я долго думал, вот как объяснить название программы, ее концепцию и так далее. А потом все-таки решил, что, говоря словами одной известной писательницы Зинаиды Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять. Постепенно разберемся. И каждый актуальный вопрос нас, конечно же, будет выводить на какие-то большие обобщения. Итак, вот, например, Андрей, очень такой серьезный повод для размышления подало мне сегодняшнее голосование. Утром в эфире мы обсуждали, понятное дело, трагические события в Мукачеве и провели опрос среди наших слушателей. В нем участвовало более 3000 человек. Вопрос заключался вот в чем. Кому вы больше доверяете в этой ситуации? Кто заслуживает большего доверия? Правый сектор или официальная власть? И понимаете, какой результат? 82%, 2500 с лишним наших слушателей, а это слушатели крупных городов Украины, весьма квалифицированная аудитория, сказала, что она доверяет правому сектору. Официальной власти доверяет 18%. А на вопрос, стоит ли оставить правый сектор как независимое вооруженное формирование, ответили положительно 66%, а против только 33%. А как вы бы прокомментировали вот эти цифры? Мне кажется, что в этих цифрах, наверное, главное — это показатель недоверия власти, нежели доверие правому сектору. Слишком узок выбор был для тех, кто голосовал. Мне кажется, что многие, кто отвечал на этот вопрос, имеют довольно слабое представление о том, что такое правый сектор. Не просто как бренд, да, и не просто как уже известный всем народный депутат господин Ярош или отдельные батальоны, которые иногда возникают в виде ньюсмейкеров или в ленте событий, а как некая новая сила, которая не подпадает ни под один привычный критерий. То ли политической партии, то ли какой-то правый сектор довольно знакомая сила, и как политическая ее лидер Дмитрий Ярош вполне себе известен, много выступает. Известность еще не означает понятность. Мне кажется, что многие не понимают, что это. И поэтому, отвечая, они прежде всего демонстрируют свое отношение к нынешнему составу власти и политики, нежели внятно и понятно симпатизируют и поддерживают эту силу. Я бы этот акцент оставил. Мне кажется, он существенным, потому что слишком много сейчас скоропалительных прогнозов и размышлений о том, какое будущее у правого сектора, и будет ли это означать, что эта сила заявит о себе как некой полноценной альтернативе. Я бы не спешил. Все-таки понимание со стороны общества — это важная вещь, может быть, важнейшая. Сейчас некоторые эксперты упрекают президента, вообще официальной власти в том, что они проявляют нерешительность, что необходимо, с корнем вот эту вооруженную, так сказать, силу, альтернативное государству и вырвать, и что необходимо установить все-таки, так сказать, монополию государства на применение насилия, на применение правосудия и так далее. А то дальше мы до суда Линча, дойдем, так говорит масса экспертов. А руководство пребывает в нерешительности. Возможно, они хорошо понимают состояние общества, состояние умов. Знаете, если бы мы сейчас с вами бежали на среднюю дистанцию, например, 10 и нас бы заставляли, как участников этого забега, объяснять каждый метр, который мы пробегаем, наше состояние, наш план на следующий метр, мы бы запутались в метрах. В этой дистанции важно, как ты стартуешь, как ты планируешь ее и вообще, как ты планируешь завершить. Можешь ли ты побеждать, можешь ли ты просто завершить с хорошим результатом. Любой социальный процесс, а мы имеем дело с революционным процессом, это определенная социальная дистанция, и нужно понимать, как она разворачивается.
Я вот когда следил за событиями Мукачева, вспомнил название передачи, которую вы, наверное, тоже помните, вел ее знаменитый академик Капица. «Очевидное, невероятное». Уникальное название. Когда ты видишь и понимаешь, и не хочешь верить, что это таки так. Так вот, я бы предложил пока отойти от событий этих дней, трагичных, сложно понятных, кто стрелял, кто убегал и кто виноват. А вспомнил вещи для всех очевидные. Мы 1,5 года реально в войне. 1,5 года общество насыщается оружием. Поощрялось создание военных организаций вне военной организации страны. Есть такой термин «военная организация». Более того, многие партии, которые сейчас крестятся и пытаются отмежеваться от событий, еще год назад создавали партийные или под своим крылом добровольческие батальоны, инициировали и поддерживали решение о создании территориальных батальонов. Таким образом, нынешняя ситуация, как то ружье на сцене, оно рано или поздно должно было стрельнуть. Но я бы акцентировал на другом. Раз уж мы говорим о процессе, нужно давать правильную оценку. Это революционный процесс. И более того, мы плавно вошли во второй этап украинской революции, которая разворачивалась на Майданах последние годы, а сейчас, после того, как у него возникли носители, даже некоторые поспешили называть себя вождями и даже возглавить, наряду с носителями возникли организованные институционально силы. Поясните, пожалуйста, все-таки, в чем заключается второй этап революции? Чего от него ждать или по аналогии, может быть, с другими какими-то известными нам революциями? Никаких аналогий, потому что тут история хромает на обе ноги. Вообще революции конца 20-21 века, они не похожи друг на друга, несмотря на все попытки объединить их в монографии подцветные, разноцветные и так далее. Они именно потому уникальны, что разговор о мире, наверное, требует какого-то особого внимания. Но есть почему второй этап? Потому что действительно особенностью процесса в Украине стало то, что родилось гражданское самосознание. Люди просыпались в разное время и по-разному соорганизовывались. Когда-то, вот, когда я с моими коллегами анализировал феномен украинского общества, да, где-то лет 10 назад, мы предложили такой термин «гражданский анархизм», который проявлялся в том, что люди отстранялись от государства, считая его чужой силой, и находились на самообеспечении. Но сейчас, когда проснулось гражданское самосознание, мы имеем дело с уникальным, пока еще политически... По-моему, вот это самосознание, проснувшееся, которое дало доверие правому сектору 82%, это как раз анархизм вообще, наверное, а государство не доверяет 82%. Сейчас мы имеем дело с гражданским анархосиндикализмом. Люди начали объединяться. Уже растем. Совершенно верно. И есть 3 силы, которые рождены революционным процессом, которые сейчас ведут себя достаточно самостоятельно. Это гражданский актив, который поспешили инкорпорировать в политику. Но многие вожди думали, что если мы молодых пригласим, да еще дадим им мандат или место, немножко утихнет. Ну вот Ярош про них говорил, наверное, что это слабаки, с которыми мы разберемся, имея в виду вот эту интеллигенцию, либерально-прозападную, так сказать, в некоторой эйфории пребывающие, а там жесткие ребята. И сейчас разговор заходит уже... Я просто, извините, назову еще 2 силы, это важно. Это волонтерское движение, которое стало частью экономики войны, но по-прежнему достаточно самостоятельно, и оно подрастает. И третье — это добровольческое движение, которое в разных формах участвует в военно-политических организациях, у них есть свои вожди, но оно сложнее, чем мнение вождей. Это самодостаточные процессы, которые вот сейчас выплыли на поверхность. Мы год наблюдали за тем, как у нас милитаризируются регионы, как у нас милитаризируется политика. Это все организационно оформляется и не имеет никакого отношения к структуре и составу власти после Майдана. Мы имеем первый конфликт между силами революции и составом власти от имени революции. Хорошо, Андрей Васильевич, давайте поговорим об этом во второй части нашей программы. Сейчас прервемся, а о будущем это через пару минут. Бренд «Украина». Какая страна нам нужна? Программа Искандера Хисамова. Итак, мы продолжаем нашу беседу с Андреем Ермолаевым, директором Института стратегических исследований «Новая Украина». Мы теперь будем говорить о будущем, если не возражаете. Сейчас как-то все чаще произносится слово «хунта» или, более академично, упрощение системы власти. За 1,5 года работы парламента и президента показали многим, что эта система недееспособна. Не только голосования смешные в Верховной Раде, не только противоречивые заявления, действия властей, не только драка внутри
власти, но и в целом вот эта недееспособность, она обостряется тем, что, то есть даже не обостряется, а принимает некий трагический характер в свете тех огромных рисков, которые сейчас стоят перед страной. Действительно, там нужна высочайшая консолидация власти, если учесть, что у нас война в Донбассе, у нас предбанкротное состояние экономики, у нас вот эти истории с правым сектором, у нас много чего есть, что требует действительно очень сильного лидерства. И многие приходят вот как к спасительной мысли, к мысли о хунте. В этой связи эксперты и вспоминают историю с руководителем СБУ Валентином Наливайченко и уже строят некоторые такие вещи, что он ушел вовремя для того, чтобы быть наготове, когда вот такая передача власти будет происходить. Как вам кажется, это похоже на правду? Я применяю другой термин — коллективная диктатура. Мне кажется, он более корректным. У Алексиса де Токвилля есть уникальная работа «Старый порядок и революция». Если использовать просто бренд, вот новый порядок или новый режим, который сформировался 1,5 года назад, очень быстро стал старым. И это просто уже очевидно. Конфликт между новым составом режима, который быстро стал старым, силами, которые стали радикализироваться, требуя перемен, и вот тем очередным корпоративным компромиссом, который сейчас достигнут, мы это видим на примере состава целого ряда областей, кстати, Закарпатской в том числе. Но давайте вспомним события в Полтавской, давайте вспомним события в Харьковской, конфликты с администрациями Луганской, Донецкой, я уже не говорю о Волыни. По сути дела, мы имеем дело с неоглашенным компромиссом между новым режимом и старыми феодальными гнездами. Недовольство общества, которое радикализируется и сваливается влево, и тут я согласен с коллегами, которые эту оценку дали, и желанием самосохраниться. Так вот, нынешняя политика власти — это коллективная диктатура. В чем она проявляется? В информационном диктате, в политических репрессиях, в попытке подменить право политической целесообразностью, ну и на что революционной силы? Радикализацией, революционной целесообразностью. Я могу навскид процитировать вот из последнего, что это от имени правого сектора. Да? Мы защитники, мы имеем право, потому что мы сила, которая на позициях народа, мы можем ставить блокпосты, мы имеем право на оружие, потому что отвоевали. Это чистой воды большевизм, который мы помним по истории Российской империи. И какова И, к вероятность, сожалению, стороны что это будет? радикализируются. Одни радикализируются в плане защиты власти и становятся консервативным режимом, а другие радикализируются в плане требований и позиции. Вот когда мы говорили с вами раньше о том, да, какие могут быть выходы, динамика событий этих 1,5 лет так высока, что на каждом этапе, к сожалению, рецептурный справочник свой. 1,5 года назад, после событий на Майдане, Крыма, обострения ситуации на Донбассе, еще через форумы и диалоги можно было выйти на компромисс. Этот этап просто профукали, узурпировав власть. Осенью, готовясь к осенним выборам, после трагедии Иловайска, можно было выйти на модель правительства национального компромисса. Шанс упущен. Сейчас, на мой взгляд, вот в чем особенность дней, да, как быстро на фоне трагедий в ряде областей от локальных событий в селе, в Мукачево, в Полтаве, от разбора конкретной ситуации до радикальной постановки о перевыборах, об отставках и даже о смене власти. И я считаю, что вот эта радикальная повестка, в общем-то, отражает не только настроение людей, но отражает и возможный мне план. бы хотелось вашего мнения относительно вероятности какого-то радикального или экстремального развития событий. Ну, давайте подкинем... Значит, хорошо, давайте. Вы говорите о прогнозах. Значит, у нынешнего состава власти не такой большой люфт поведения. Во-первых, эта ситуация показала все новые слабости украинской власти. И я не сомневаюсь, что этим воспользуются сейчас и ЛНР, и ДНР, и Москва, которая стоит за спиной. Этим не могут не воспользоваться наши партнеры по Евросоюзу, потому что лучшего аргумента в отношении проблемы виз и дальнейшей интеграции не придумаешь. Этим воспользуются кредиторы, которые ужесточат свои условия помощи Украине. Что может делать режим? Скорее всего, он попытается сейчас еще больше сфокусировать внимание на будущей децентрализации и выборах в местные органы власти как панацею для страны. Но нужно учитывать, что в это же будут играть местные элиты,
потому что децентрализация будет рассматриваться как бегство от Киева, и весь нынешний гражданский военизированный актив, для которых теперь взятие власти на местах будет первым шагом для похода на Киев. Вы знаете, я себе позволю Вот, здесь... вот русло, в которое мы попали сейчас. Вы мне подкинули как бы одно сравнение. Вот мне кажется, децентрализация, она сродни лозунгу евроинтеграции от Януковича. Человек этого всеми силами не хотел, не понимал всей глубины этого дела, но несколько лет подряд насаждал. И потом, когда отступил, тогда разорвало страну. Децентрализация — это сейчас, по моему скромному мнению, величайшая опасность для режима, для вообще власти в Украине. Вот эти выборы, на этой неделе, кстати, будет парламент принимать правила игры на этих выборах, если получится, также конституционные поправки и так далее. Мне кажется, это вот здесь кроется в связи с тем, что вы еще сказали насчет феодальных, так сказать, феодальных взаимоотношений с феодалами. Вот это таит в себе большую угрозу, большую опасность. И вот здесь как раз может наступить некий момент истины, по моему мнению. А как вы думаете? Сложность в том, что мне бы хотелось проговорить и как надо было бы, а приходится говорить, как они будут поступать. Ну, мы говорим в той повестке, которую нам задает власть. Вот на этой неделе произойдут вот эти вещи. Ну, тот факт, что нынешняя властная команда подменила тему развития самоуправления, реформы самоуправления, как изменение отношений между государством и самоорганизацией на местах, темы децентрализации, в смысле раздачи чуть-чуть полномочий при сохранении монополии и, главное, кнута, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнения. Просто последние события эту проблему еще больше обострили. Я с интересом буду наблюдать, как сейчас депутаты, представляющие регионы, да еще регионы, где новые конфликты, будут обсуждать, например, тему префектов, чиновников среднего звена, которые могут благодаря этой реформе получить уникальное право давать предварительную конституционную оценку действий местной власти. Я уж не говорю о других аспектах, предложенного президентом, и ожидаемая дискуссия о судебной реформе, где тоже завышены полномочия президента. Да, децентрализация все 1,5 года обсуждалась как чуть ли не единственный выход для страны, которая переживает конфликт на Востоке, и реформа, позволяющая выйти из этого конфликта. На самом деле, то есть, грубо говоря, ожидания такие же завышенные, как когда-то от евроинтеграции. От обратного, если сейчас не будут подготовлены внятные предложения, как реализовать эту реформу, да еще включить это в выборы, взрыв в стране гарантирован. Вряд ли он будет проходить по сценариям нам знакомым 4 или 13 года. Скорее всего, эти взрывы будут очень регионализированы, и этим, кстати, могут воспользоваться как раз местные центры власти, управленческие, бизнесовые, для которых протест людей будет шикарным поводом монополизировать ситуацию у себя в регионе и бороться за максимальные права. Это тот самый путь к внутреннему распаду, которого так боялись. Заметьте, какие фигуры всплывают на фоне конфликтов на Волыни, особенно в Закарпатье, которые вдруг начинают говорить о том, что они всегда работали на свой регион и готовы и дальше помогать, и даже, оказывается, они переговорщики с президентом. Это очень не случайно. Это начало борьбы за власть на местах на фоне вот этих новых революционных событий. То есть вы согласны с тем, что здесь колоссальная опасность вообще в преддверии вот этого 25 октября, в подготовке к дню выборов в местные органы власти и установления вот этого законодательства о местном самоуправлении? Колоссальнейшая опасность. Более того, зачем тогда идти на это? Может быть, так я хочу драматизировать уже сразу, да? Так тогда, ставя себя на место властей, президента, да, может быть, действительно уж военное положение объявить, может быть, действительно отменить всю эту вещь, которая на фоне войны, на фоне вот этого раздрая, она крайне опасна во всех отношениях. При том нижайшем доверии к власти и уже к президенту попытка править авторитарно, точнее автократически, если более быть точным, это просто ускорение кризиса власти, которое может закончиться для президента не только досрочными парламентскими, но и досрочными президентскими выборами. На самом деле, чтобы отбрендировать варианты развития событий, да, нам придется серьезно обсуждать и искать выход из 3 гипотетических сценариев, чтобы были какие-то аналогии. Да? Это вариант украинский, новоогаревский, когда
центральная власть, предложив децентрализацию как панацею, должна провести вторые переговоры с местными элитами по поводу возможных полномочий. Насколько я знаю, уступок. Новоогарева, это речь шла о конфедерализации Советского Союза. Это вообще то, что... Нет. Новоогарева — это новый формат союза, в котором увеличилось количество субъектов, конечно, без изменения формата. Но я в данном случае говорю не о форме государства, а о характере переговоров. Да? Вариант Беловежский, передел, когда на основании конфликта между центром и регионами, мы конфликты уже имеем, да? Донбасса, впереди есть риски и новых конфликтов по региональному признаку. Возникнут новые анклавы конфликта с сепаратистскими настроениями. И вариант третий — национальной самоорганизации, которая требует не диктаторских мероприятий, а новых смелых форм диалога. Хотите пример? Да. Неужели спецслужбы не знают реального количества неконтролируемых Нацгвардией добровольческих батальонов, их номинальных командиров и их спонсоров? Что мешает уже сейчас провести консультации о порядке взаимодействия? Я говорю не только о правом секторе, а о всем спектре. Потому что это реальная военная власть в стране вне военной организации. Но такие попытки же были, и здесь все время... Я не о попытках, я о результате. Понятный результат. Они натыкаются на сопротивление и отступают. Что мешает сейчас форсировать минские переговоры, предложив новую формулу урегулирования проблемы Донбасса? Об этом мы тоже с вами говорили. Я хочу напомнить. Вариант автономных регионов вместо республики мог бы быть выходом, и это позволяло бы выходить на осенние выборы, в том числе и в этих регионах. Но для этого нужно принять смелое решение. Глубокая административно-территориальная реформа Донбасса. Я думаю, что если бы мы сейчас поставили бы вот такое на голосование, уже, наверное, 90% против бы выступили. Я понимаю. Тут создание общественного мнения, коммуникации с обществом, наверное, очень важно. И что мешает выработать политический план последующей перезагрузки центральной власти? Как минимум планирование досрочных парламентских выборов. Андрей Васильевич, это как болезнь, которая обостряется от гомеопатии. Затронули большую тему, которую мы разовьем в следующем эпизоде нашем. Сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Бренд «Украина». Какая страна нам нужна? Программа Искандера Хисамова. Итак, мы продолжаем нашу беседу с Андреем Ермолаевым, директором Института стратегических исследований «Новая Украина». И я прервал в прошлом блоке на самом интересном месте. На месте о вероятности и необходимости, возможно, новых досрочных парламентских выборов. Пожалуйста, Андрей Васильевич, поясните. Я излагал эти пункты только по одной причине. Сейчас есть возможность выработать план болезненный, как та гомеопатия, которая вначале обостряет, а затем лечит болезнь, болезненный план системного преодоления проблем. Частью системных проблем является решение конфликта на Востоке, пусть теперь уже сложного в исполнении и, наверное, непопулярного, но если он не решается в ближайшее время, он превращается уже из, скажем так, конфликта втягивается в процесс государствообразующий. А вот насчет выборов. Второй момент. Необходимо учесть, что ряд рожденных революцией сил сейчас уходят в глубокую оппозицию, причем на радикальных позициях. И если с этим не работать, то эти силы будут главной новой постмайданной оппозиции в ближайшее время, причем куда более радикальной, чем нынешняя позиция власти. И третья проблема. Необходимо искать вариант перезагрузки национальной власти для обеспечения вот этого равновесия. Мы сейчас можем этот план выработать. Что будет, если мы этого не сделаем сейчас? Во-первых, коридор возможностей уже обрисован. Мы видим позицию решения президента. Он дал оценку действиям организаций, которые, по сути, когда сказал, что ни одна партия имеет право на милитарное образование, только государство имеет право на применение оружия. Контроверсийная позиция, учитывая революционное настроение, учитывая право войны, я уж не говорю о... у него коридор возможностей. Сейчас еще некоторые политики вспомнят право народа на восстание, но и много чего еще. Второе. Он предложил уже завершенный вариант децентрализации и выборов, которые, мне кажется, загоняют его в очень узкое прокрустово ложе возможностей. Он не провел дискуссии, не пошел на компромиссы, и есть риск провала этих предложений. Не сейчас, кстати, а в сентябре, когда будет голосование 300. И последнее. Он теряет политическую поддержку в собственной коалиции как президент.
большинство участников коалиции выступили сегодня с радикальными заявлениями, включая отставку силовиков, проведение расследований и, возможно, даже перезагрузку политической системы. Я так расценил и заявление БЮТ, и Батьківщины, и заявление Самопомощи, и заявление Радикальной партии. То есть это говорит о том, что внутри парламента, где коалиция, идет поиск новой конфигурации, новых лидеров и новой программы. Если это не будет сделано, парламент обречен на выборы только через кризис. Можно его спланировать, в смысле, можно спланировать выход на выборы на неконфликтной основе. В нынешнем составе парламента вряд ли, наверное, возможны какие-то дееспособные конфигурации. Уже они все были, и уже все нарушено, и даже человеческие отношения между ними разрушены. Но политик — это же не, прошу прощения, амеба, которая реагирует на раздражитель. Искусство политики — планировать как минимум 3 шага вперед. Первый — реализовывать, и второй — готовить. Если сейчас у тех, кто участвует в коалиции, тех, кто ее критикует, не хватит ума выработать новый вариант национального плана выхода из кризиса на полгода, нас ждут потрясения, цена вопроса которого — распад страны. Это нужно просто понимать. То есть некий план должен быть уже обнародован вот сейчас, да? Я считаю, это неделя критичная. И внутри этого плана может быть зашито предложение или вероятность новых досрочных парламентских выборов. В том числе. Давайте прочитаем, вы, надеюсь, тоже текстовик, умеете читать и текст, и контекст текста. Ведь сегодня президент и конкретная военно-политическая организация «Правый сектор» в лице ее представителя на пресс-конференции обменялись ультиматумами. Президент дал комментарий после создания военного кабинета, что недопустимо, чтобы кто-то применял оружие в стране, кроме государства, в мирное время, и говорил о партиях, которые не имеют права на военизированное формирование, и представители организаций, которые себя идентифицируют как военно-политическое, говорили об обратном, о праве быть с оружием, о праве вершить справедливость вне закона, о праве на контроль, ну и так далее. И большая часть населения их поддерживает в этом, в том, что в сохранении независимой вооруженной силы. Я хочу еще раз протрактовать в таком случае вот то, что называют социологическими данными. На мой взгляд, большинство людей сейчас не поддерживают ни одной конкретной политической силы. Уровень разочарования во всех игроках очень высок. Они поддерживают правильную повестку. А правый сектор сейчас формулирует просто то, что нужно и то, что нравится. Справедливость, наведение того порядка, который обещали на Майдане. Эту власть и поддерживают очень легко критиковать. Скорее не организацию, а эту постановку. Ведь посмотрите, как сейчас рядовой украинец смотрит на то, что происходит последние 1,5-2 недели. Я сейчас не говорю о бурштиновых войнах, я сейчас даже не говорю о конфликтах в мэриях. Демонстрируется арест коррупционеров в прокуратуре, в судьях. Казалось бы, это подпадает под обещание о борьбе с коррупционерами с одной запятой. Ведь эти люди зарабатывали свои доллары и свои бриллианты при этой власти. Они вершили судьбу других людей при этой власти. И санкции в отношении их выглядят скорее как показуха, чем системное решение. Борьба с отдельными личностями без системных решений выглядит, извините меня, как самооправдание, но не как политика. Мы уже как бы почти в общее место входим, что скандалов, которые за последние месяцы произошли в правительстве, по европейским меркам, хватило бы на снесение 10 правительств отставки. Абсолютно. Это и там в отношении премьер-министра, это и в ГПУ, в прокуратуре, в СБУ, и все, что угодно. По-человечески, учитывая, что мы с вами знаем историю страны, наверное, по годам, одни из немногих, сейчас просто очень много наших молодых коллег, которые жизнь начинается лет 15 назад, активно гражданская. Повестка того, что нужно делать, была очевидна и в 2004, и особенно очевидна в 2014 году. Новые подходы к национальному единству, обеспечение свобод, и что очень важно, популярное слово перезагрузка, конституционная реформа. Наработок, связанных с этим решением, огромное количество. Степень готовности общества принять огромная. Вспомните конституционные ночи, когда жареных петух клевал. Неужели сложно было составу власти в режиме, грубо говоря, без ночей, в первые месяцы работы новой власти предложить внятное, продуманное политическое решение? Что мешало? Да я никогда не поверю, что комиссия из 15-20 политиков вместе с экспертом пишет тот закон, который прочел 3 месяца. Но я всегда исхожу из презумпции того, что там сидят умные люди, а не дураки. Если они чего-то не делают вовремя, значит они не хотят делать совершенно вовремя, верно. Значит, это невыгодно. И конституционную реформу замотали на целый год, и законы о выборах и так далее. Это
заболтали, заговорили. Ни одного внятного альтернативного проекта, ни одной внятной нормы, сплошные презентации, разговоры. Ну, прошу прощения, но огромное количество людей, конституционалистов в этой стране занимались годами. Есть готовые варианты решений. Есть то, что уже прошло горнило дискуссии. Искусство политика за сжатое время предложить вариант решения, а не 1,5 года говорить об Мы этом. сейчас перешли на то, что как должно быть. Да. Но, к сожалению, практика показывает, что эта конфигурация власти, вот этот конфликт интересов внутри нее не позволяет принимать серьезные решения. Но у нас есть ведь еще один очень серьезный, так сказать, игрок, может быть, ментор. К нам вот Виктория Нуланд приезжает на неделе, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Какие у вас надежды или, ну, может, не надежды, а ожидания от того, как смодерируют там наши американские союзники наши проблемы? Я, честно говоря, никогда не ожидал от приездов зарубежных политиков ничего особенного. Рассматриваю эти визиты просто как текущий коннект. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, ни в украинской политике, имею в виду президента как центр принятия решений, парламентскую коалицию как центр принятия решений правительства, нет внятных ответов, как быть дальше. Они пока идут в русле тех заготовок, которые вот родились за последние несколько месяцев. Конституционная реформа, разговоры о реформах, работа с Международным валютным фондом без внятной программы действий, с отсутствием, ну, мы говорили об этом тоже, антидепрессивных мер в экономике. Очередной приезд американского политика — это всего лишь попытка замерить температуру. Поэтому, откровенно говоря, ничего не жду, зная, что нет ответа украинской стороны. Может быть... А что касается американской стороны, то здесь интереснее другое, на что нам стоит обратить внимание. Начиная с заявления сенатора Маккейна в январе о том, что в случае, если Россия отводит свои вооруженные силы с востока Украины и перестает поддерживать сепаратистов, в случае, если в Украине находится вариант мирного решения конфликта, возможно, будет рассматриваться или уместен разговор о финляндизации Украины. Тогда этот тезис прозвучал, ну, как в космос. Сейчас тема финляндизации, ну, является чуть ли не топовой. Но это Бжезинский, вообще-то говоря. Сейчас это уже совершенно верно. Один из самых главных украиноведов в геополитике, господин Бжезинский. Сейчас это уже большинство дипломатов в кулуарах. То есть, грубо говоря, на мой взгляд, политическое решение в отношении того, как быть с Украиной, когда она выйдет из конфликта, на международном арене принято. Поговорим Вопрос, об как этом подвести. чуть позже. Нам пора выходить на И готова паузу. ли нынешняя власть вообще об этом говорить? Продолжим. Стыдливо молча. Бренд «Украина». Какая страна нам нужна? Программа Искандера Хисамова. Мы продолжаем нашу беседу с Андреем Ермолаевым, директором Института стратегических исследований «Новая Украина». Андрей Васильевич, вот мне показалось все-таки немножко легкомысленным ваше отношение к визиту Виктории Нуланд и вообще к влиянию, так сказать, Запада на наши события. Тут мы можем вспомнить и заявление, прямое заявление губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что его работу и работу его коллег в Одесской области финансируют Соединенные Штаты Америки. У нас есть еще такая организация, как МВФ, которая находится в Нью-Йорке. И многое обусловлено действиями и советами наших западных партнеров. Как вам кажется, что вот все-таки это влияние может облегчить вот наши и смягчить наши внутренние конфликты? Ну, я не согласен, что я высказал легкомысленную мысль. Может быть, не очень четко. Я тогда просто ее повторю. На мой взгляд, сейчас у наших западных партнеров, и у такого самого влиятельного, как у Соединенных Штатов, и у Великобритании, и у Германии, и у большинства других крупных игроков, которые не просто помогают Украине, да, а влияют на ее внутреннюю политику через санкции в отношении России, через финансовую помощь, через консультацию украинских политиков. Это все происходит. Мне кажется, сформировалась достаточно четкая позиция в отношении того, какой Украине быть в случае, если она выйдет все-таки из кризиса. Вот эта формула финляндизации, сначала озвученная как контроверсийное предложение, затем как мнение известного геополитика, звучащее уже в кулуарах как подход, это, извините меня, внутреннее решение. Что это означает с точки зрения взаимоотношений с партнерами? Как один сказал влиятельный британский политик на встрече, мы поддерживаем целостность границ, но мы за стабильность миропорядка. А, соответственно, все, что связано с внутренними проблемами, это ваша ответственность и ваше решение.
И эти решения должны быть внутренними. Ни одна западная страна, ни один западный дипломат не в состоянии быть активным субъектом внутреннего компромисса. Я думаю, что примерно с этими месседжами может приехать и госпожа Нуланд. Границы и целостность страны — это то, что является частью миропорядка, и никто не посягнет сейчас на какие-то радикальные перемены в нем. Даже крымский вопрос отложен в будущее. А вот что касается внутреннего обустройства и политического формата, здесь как раз, мне кажется, сейчас все чаще нынешней власти показывается желтая карточка. Потому что целый ряд позиций, связанных с условиями со стороны наших западных партнеров, не реализованы. Кстати, начиная от демилитаризации общества, разоружения незаконных формирований, что звучит на всех минских встречах как условие, заканчивая внутрinaциональным диалогом, заканчивая необходимостью реформ не только институциональных, но и реформ социально-экономических. Здесь ни шагу не сделано. И мне кажется, зреют основания для того, чтобы в случае вот хоть какой-то относительной стабилизации ситуации в стране после выборной кампании осени поддержать очередное обновление элит. Западу нужны политики, которые выполняют интегральную функцию. Запад устал от политиков, которые несут в Европу войну. Это нужно просто понимать. Ну да, и это, вообще-то говоря, в коренных интересах Украины, на мой взгляд. Вот мы перечислили смертельные риски для страны. Это и банкротство, и внутренняя нестабильность, это масса других проблем. И, наверное, мужество политика заключалось бы в том, что какую-то из этих проблем отсечь, сфокусироваться на каких-то вещах, которые можно выполнить. Нельзя же все сделать. И в этом отношении все-таки, наверное, выполнение Минских соглашений, это потребовало бы, наверное, еще и резкого изменения системы коммуникации с обществом. Что я имею в виду, что, наверное, может быть, украинская власть попала в собственную ловушку, объявив, так сказать, вот тотальную информационную войну. И эта информационная война с понятными совершенно радикальными там вещами в отношении врага, в отношении ненавистного противника и так далее, она же работает на внутренний рынок и сама не позволяет создать общественное настроение, готовое к какому-то продвижению мира. Ну вот смотрите, мы начинали разговор с проблем в Мукачево, с ситуацией вокруг правого сектора и обсуждения вот вопроса, а поддерживают или не поддерживают. С точки зрения нынешней ситуации, то, что звучит от имени лидеров правого сектора и непосредственно господина Яроша, и молодых лидеров, конечно же, хорошо ложится сейчас на ухо разочарованного украинского избирателя, гражданина, который устал от вранья, от коррупции, которая продолжается, очень устал и боится войны. И появление силы, которая говорит языком силового права, наведения порядка, языком патриотизма, в хорошем смысле этого слова, украинского патриотизма, ну, конечно же, поддерживается. Но есть ответственность текущая политическая и популярность позиции, а есть ответственность историческая. Так вот, я вполне поверю в то, что сейчас, как партия и как военно-политическое объединение, правый сектор может получить дополнительный бонус, да, в виде симпатий, поддержки, даже, может быть, увеличения рядов, особенно в части их военной организации, но правый сектор играет и на углубление раскола, потому что также люди будут определяться и против, видя в этом новую опасность, новые риски, ну, появление антиконституционной силы, которая может нарушать твои права прямо на дороге. Я уже не говорю о угрозе оружия в регионах, где нет войны. Это все нарушение конституционных прав рядовых граждан. Грубо говоря, сейчас правый сектор вольно, невольно, сознательно, несознательно усиливает внутренний раскол в той части Украины, где нет войны. Я уже не говорю о том, что может быть дальше. Вообще говоря, тут и о цивилизационном выборе можно Конечно. поговорить. Дмитрий Ярош совершенно, так сказать, ясно выступает в отрицание. И в этом смысле правый сектор не имеет говорить от имени народа. Он говорит от малой части тех симпатиков, которые еще до конца-то не разобрались. А риторика от народа, это риторика не просто сейчас популистская, это риторика большевистская. А вы знаете, может быть, для следующего, как для какой-то попытки смены власти уже и народ особенно не нужен? То есть уже не нужно 500 тысяч на площади, а достаточно 2 батальонов там или чего-то активного,
И они как раз этих слабаков, как Дмитрий Ярош называет, вот, так сказать, нынешнее проевропейское, так сказать, политическое большинство. Ну, я скажу так, что у меня жизнь так сложилась, что я говорю не только оценками, я спешу иногда вносить предложения, потому что считаю, что можно еще успеть. Вот мы говорили, как можно было поступать. Я считаю, что сейчас, в июле, так можно поступать. И в отношении правильных изменений в Конституцию я рекомендовал депутатам срочно создать парламентскую комиссию, не выносить сейчас на обсуждение, а выработать вариант, в котором исчезнут базовые противоречия предложения президента. Второй момент. Создать институциональные условия для переговоров по поводу Востока. Третий момент. Учитывая провал политики в отношении военной организации, потому что правый сектор и другие батальоны, которые сейчас с оружием в руках на мирной территории, это уже риск, о котором говорят даже лидеры президентской фракции в лице господина Луценко. Но это не означает, что с ними нужно бороться руками только МВД. Это тоже переговорный процесс. Эти политики ответственны за появление этих организаций. Они еще год назад их стимулировали. Но и отматывать нужно таким же путем. Действительно, тысячи людей, вовлеченных в добровольческое движение, это патриоты Украины. Если сейчас их обозлить или сказать, что они враги или не имеют права, извините, они займут тоже радикальную позицию. Но, Андрей и Васильевич... нужно думать все-таки страной, а не сегодняшними рычагами, которые есть. Да, вы очень хорошо это говорите, но кому? Но если вы говорите это внутрь парламента, кому это обращение? Ну, Будем говорить к обществу? Сейчас вот мы с вами, когда говорим, мы отвечаем за эфир и за слово. А мы говорим о политике, которая отвечает за поступки. Мы говорим о президенте. Он гарант соблюдения прав конституционных. Мы говорим о коалиции, которая несет ответственность за политическую линию правительства в экономике. Спасибо, ваш сигнал, да? Ваше заявление услышано, и мы на этом мажорном, так сказать, тоне мы закончим нашу программу. Спасибо вам большое. Спасибо Страна, вам. которая вам нужна, хороша. Спасибо, до свидания. Бренд «Украина». Какая страна нам нужна? На радио «Вести».